Хайрлы акшамлар, доброго вечора. Бугунь продовжує інформаційний вечір на кримськотатарському телеканалі АТР. І це остання година сьогоднішнього нашого ефіру. В попередній годині ми обговорювали результати кримської платформи з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим і заступником голови Меджлісу Ільмі Умєровим. Платформа, яка саміт установчий, якої відбувся 23-го в понеділок, напередодні Дня Незалежності, до якого приєдналося 46 країн, і це вважається великим успіхом України. Треба слід додати до того, що жодна подібна ситуація в світі від анексії Тибету до окупації на території колишнього Радянського Союзу, ми говоримо насамперед і про Молдову, і про Грузію, немає такого механізму, який виник навколо незаконно анексованого, окупованого Криму, такого як Кримська платформа. А впродовж цієї години ми будемо зараз на початку говорити з журналістом, американським журналістом, автором багатьох, в тому числі українських видань Радіо Свобода, власним кореспондентом таких відомих видань, як Financial Times і Wall Street Journal у Москві ще за радянських часів, ДЕВІДом САТТЕРом. Будемо говорити російською мовою. Добрый вечер, господин Саттер. Добрый день, добрый вечер. Прежде всего, у нас 4 такие темы, я вам оглашу их. Это Крымская платформа, это предстоящий визит президента Зеленского и его предстоящая встреча с американским президентом Джо Байденом. Это, конечно же, вопросы Северного потока, и все-таки в ближайшее время, в сентябре, ожидается его уже окончание его строительства. И, конечно же, статус Украины, о котором вот говорилось раньше, если не НАТО, то союзник вне НАТО, стратегический партнер, но на фоне Афганистана и этот статус вызывает некоторые вопросы. Вот такие темы я предлагаю вам сегодня обсудить, начиная с Крымской платформы. Все-таки это тема уже прошедшей недели, состоялась в понедельник. Как вы оцениваете саму платформу крымскую и ее результаты? Ну, я должен признать, что вы должны мне немножко объяснить, что случилось с этим платформом. Как минимум 46 представителей 46 стран собрались в Киеве в понедельник, чтобы подтвердить, что и дальше не будут признавать оккупацию Крыма, что этот вопрос будет постоянно на повестке дня международного сообщества. Подписали совместную декларацию, в которой, конечно, нет жестких формулировок, но во всяком случае речь идет, что в случае, если будет обостряться ситуация, страны, участники Крымской платформы, готовы дальше обсуждать вопросы санкционной политики. И поэтому возникает первый вопрос: возможно ли усиление санкций по крымской тематике? Ну, самое главное здесь это, что не будет никакое признание оккупации Крыма. Потому что когда речь идет об аннексации, у нас немало исторических прецедентов, но самое главное это прецедент прибалтийских республик. Факт, что это не был нигде не признан до Хельсинского соглашения, по крайней мере, это создал базу для воссоединения, для в самом деле освобождения этих республик и возвращение их независимости. Ситуация с Крымом можно сравнивать с этой ситуацией, потому что все-таки акт агрессии, она остается агрессией, и это будет все-таки источник психологического давления на будущее. Мы можем надеяться, что все-таки, когда меняет историческую ситуацию и когда все-таки Россия признает, что она не может просто сопротивлять цивилизованное мнение всего мира, что ситуация все-таки урегулирует и Крым восстанавливает как часть Украины. Господин Саттер, вы автор
многих книг по России, потому что вы известный для Соединенных Штатов русист, который эту страну изучал изнутри. И понятно, что, может быть, молодым зрителям нужно сказать, что Россия проиграла прежде всего экономическую войну. Но Советский Союз был в то время экономически несостоятелен, и это было видно по его развалу в первые годы, в каком состоянии были все страны бывшего Советского Союза, когда они получали даже гуманитарную помощь, в том числе от Соединенных Штатов Америки, в виде продуктов, да, которых просто не было в стране. Есть другие примеры аннексии и оккупации территорий, как Китай, оккупировавший Тибет, и страна экономически состоятельная. Это говорит о том, что в обозримом будущем, если страна-агрессор и оккупант экономически состоялась, а Россия это уже все-таки была рыночная экономика последние 30 лет, она может достаточно экономически себя хорошо чувствовать, и тогда нет никаких, получается, предпосылок для того, чтобы эти территории были освобождены. Ну, вы знаете, что экономический фактор в распад Советского Союза немножко преувеличен. Потому что надо иметь в виду, что Советский Союз это было идеологическое государство. И фактор, который соединил и просто сохранил Советский Союз, это была вера в эту идеологию. И когда люди перестали в эту идеологию верить, все-таки Советский Союз не мог просто сохраниться. Но если сравниваем ситуацию сейчас с Россией, самое главное, что это система правления бандитская, которая существует, система лжи и манипуляции будет рушиться. И потом, я думаю, все восстанавливается, потому что эти акты агрессии, они никому не нужны. Да, они не нужны даже русским. Но поэтому экономическое давление это хорошо, это положено в данной ситуации. Но самое главное изменение в режиме. И изменение режима, скорее всего, значит, что изменение духа страны и желание жить свободно. Вы сейчас, как человек, который хорошо знает эту страну, видите ли в России желание на уровне страны, на уровне ее граждан жить свободно? И насколько идеологической есть сегодняшняя Россия? Это важный вопрос и трудный вопрос, потому что все-таки, имея в виду контроль над информацией, главный фактор для распада Советского Союза была информация. Ситуация, где люди не имеют доступа к информации, они не могут самостоятельно мыслить. И это была ситуация в Советском Союзе. Когда они получили все-таки достаточно правдивой и объективной информации, они уже смогли оценить для себя ситуацию. Но мы имеем аналогическую ситуацию в России все-таки. И мы видим, как они шаг за шагом лимитируют доступ к информации. Я могу даже говорить о себе. Я был выслан из России в 2014 году. Но сейчас, самый последний, они объявили телеканал «Дождь», иностранный агент. Все источников независимой информации и мнения, они стараются контролировать и репрессировать. Но существует внешний мир, который тоже может информировать русских по поводу тех преступлений, в которых были совершены, реальность этого режима. Но когда люди имеют доступ к настоящим фактам и информации, этот процесс может иметь, процесс самоосвобождения психологического может произойти. Вы говорите, что роль экономики в развале Союза преувеличена, и ставите как важный фактор вопрос информированности населения. Вы же автор книги, по-моему, о диктатуре от Ельцина до Путина.
в Российской Федерации, и мы же помним времена даже по сравнению с Украиной, когда российские СМИ, такой как НТВ того конца 90-х годов, это была очень свободная медиа, не говоря, это была крупная медиа, которая покрывала всю страну, кроме того, была куча других медиа, в том числе и в регионах России, но тем не менее запроса у российского общества не было защитить такие медиа. И в конце концов Российская Федерация сегодня, это не Советский Союз времен или не Северная Корея сегодня, которая оторвана от интернета. Информация при желании есть. Есть ли у российского общества запрос на такую свободу и на получение этой информации? Это есть такое мнение в России, такая идея, что все-таки лучше не слишком много знать, потому что это может нарушить стабильность. Но надо иметь в виду, что источники недовольства в России все-таки есть. Академическая стагнация – это один из них. Но кроме всего прочего, это беззаконие, которое становится хуже с каждым годом. Это естественный признак авторитарного режима. И люди живут без всякой защиты закона. И я думаю, что все-таки, если люди имеют возможность получить нужную информацию, это будет со временем достаточно, чтобы вынудить, чтобы внушить оппозицию к этой режиме. Это просто Россия слишком развита как страна, чтобы жить в этой примитивной политической ситуации, которую она сейчас имеет. Россия все-таки имеет средний класс, имеет люди, которые путешествуют, имеют довольно образованные люди. Тогда можете ли вы, например, спрогнозировать, в каком временном промежутке может длиться такое противоречие, когда примитивный, как вы назвали, я буду цитировать вас, примитивный бандитский криминальный режим с образованным средним классом, какое количество времени они могут существовать и в каком промежутке, я не говорю точно, может быть, хотя бы в десятилетиях, сколько это может продлиться? Ну, естественно, вы правильно говорите, по-моему, что нельзя говорить точно. Но мы видим тенденции. И если речь идет о Крыме, и непризнание Крыма, это довольно важно, потому что это рассчитано на довольно неопределенный, довольно длинный период. Но все-таки это противоречие существует. И это даже на даже на уровне карьеров. Сейчас старый бандитский клан все-таки монополизирует карьеров. Их дети, их внуки, естественно, недовольство будет расти даже внутри правящий класс. Настолько можно... Когда мы говорим о стабильности, что мы имеем в виду? Страна может создать впечатление довольно стабильное общество, но она по сущности своей не способна противостоять внешней или внутренней шоке. И эти шоки могут быть непредсказуемы. Ну, например, ковид. Кто это предсказал? Мы не знаем, что... Мы помним, самый главный шок для Русской империи это был Первой мировой войны. Но это такая система, как система, которая существует в России, она фундаментально нестабильная. Даже если сейчас там все тихо, все ничего особенного не случится, ну, видимо. Потому что внутренние противоречия, они довольно серьезные. Если ситуация изменится, если будет какой-то шок, если будет или что-то случится внутри страны,
которые мы не можем прогнозировать сейчас. А потом изменения могут быть довольно значительные. И в этой ситуации, конечно, как максимум свободной информации будет востребована и будет играть свою роль. Господин Саттер, что заставляет вас думать, что изменение или демократизация России, или приход, скажем, неожиданной оппозиции, ну, предположим, того же Навального, который сидит в тюрьме, да, к власти, заставит новую Россию отказаться от Крыма? Я объясню, почему задаю этот вопрос. Здесь аналогии с Балтией не совсем уместны. Все-таки даже на территории Балтии, несмотря на репрессии 50 лет, коренное население, государствообразующие и литовцы, и латыши, и эстонцы составляли большинство населения этих стран, особенно в Литве. Мы знаем, хуже ситуация была в Латвии, тем не менее 50+ это составляли латыши. В Крыму ситуация и до оккупации это было российское большинство, хоть и граждане Украины, но кроме того Крым наводнен, 2-миллионный Крым, сейчас по разным оценкам туда переселено от 500 тысяч до миллиона русских с материка, и он фактически русифицирован уже на протяжении последних 7 лет оккупации. Что заставит, на ваш взгляд, новую Россию отказаться от этого? Она будет настаивать, что это российский регион. Аннексация Крыма – это было нарушение системы поствоенную стабильность и безопасность. Захват чужой территории, и, между прочим, Россия сами, даже Путин обещал многократно, что у них нет претензий к Крыму, естественно, до аннексации. И если мы не знаем, изменения в России, здесь нет гарантии, что это будет положительное изменение, но единственный возможность все-таки стать частью цивилизованного мира, это все-таки присоединиться к европейским ценностям для России и признать их верховенство. И часть этого будет, безусловно, восстановление Крыма как часть, которая является частью другого государства, к Украине. Потому что на базе аннексации было бы сложно для России сама прогрессировать, независимо от состава населения. А чего ожидать от предстоящего визита Зеленского и его встречи 30 числа в Вашингтоне с Байденом? Что должна хотеть Украина от Соединенных Штатов Америки? Сейчас ситуация в Америке такая, что даже американцы не знают, что ожидать от Байдена. И если мы не знаем, другие страны тоже, наверное, в замешательстве по поводу его и его поведения, отсутствие лояльности к союзникам. Мы это видим каждый день на телеэкранах. Естественно, конечно, Украина должна, по-моему, надеяться на каких-то заявления в поддержку и все. Но вопрос в том, какая ценность этих заявлений, имея в виду, что случилось. Статус стратегического союзника вне НАТО, реально ли его получить, или в нынешней ситуации, как вы говорите, нелояльности к союзникам, об этом можно не мечтать? Можно получить. Другое дело, что это стоит. И, может быть, имеет смысл получить, потому что получить это лучше, чем не получить, наверное. Но рассчитывать на это сложно. Это сложно. Потому что мы видим сейчас. Сейчас это вопрос для Украины, для других стран. Это что будет внутри Америки. Какая будет эволюция нашего общества после шока
афганских солдатов. Я надеюсь, что мы можем как-то исправить эту ситуацию, но все, все признаки всего, что это только начало. Только начало, потому что мы создали для себя ситуацию, где Талибан и исламские экстремисты могут диктовать условия, и не наоборот. Насколько ситуация в Афганистане, вот это вот происшедшее с выходом и вокруг нее информационный шум о сдаче союзника и этот теракт, который кровавый произошел накануне, вот, насколько это вообще привело к общему разочарованию администрации Байдена, и вы сказали, это только начало, я так понимаю, начало чего-то не очень хорошего. Ну, вы имеете в виду внутри Америки? Да, конечно, внутри Соединенных Штатов. Ну, огромное, просто огромное. Но даже те, которые танцевали в улицах, когда он стал президентом, это само собой уже что-то скажет. Начинают немножко думать, кого мы выбрали. И мы можем, чтобы видеть настолько далеко сознание американцев от реальности мировой ситуации, настолько далеко это все было, а можно сравнивать эти цены там, в аэропорте в Афганистане, в Кабульском аэропорте, с ситуацией в Америке, когда Байден выиграл, и все танцевали на улицах Вашингтона. Поэтому это просто... Поэтому для американского общества сейчас, если мы говорим об Украине, мы говорим о Крыме, но сейчас самый важный фактор – это чтобы американское общество немножко отрезвило. И люди понимали, что наши гарантии должны иметь значение, должны что-то значить. Но, конечно, сейчас ситуация очень серьезная и мы должны, это время, кроме всего прочего, для размышления и попытка понимать, что делать дальше. Огромное вам спасибо за то, что присоединились к нашему вечернему эфиру на телеканале АТР. Это был ДЕВИД САТТЕР, журналист и публицист, специалист по России, который еще в советские годы был совкором очень крупных и британских, и американских изданий в Советском Союзе, который очень так дипломатично нам сейчас и осторожно говорил о разочаровании администрации Байдена, о разочаровании, которое происходит в американском обществе, даже среди тех, кто активно поддерживал его избрание после Трампа, и о людях, которые даже танцевали на улицах. Разочарование это связано с тем, что американские гарантии теперь для союзников могут мало что значить. Это вопрос нелояльности американского правительства к своим союзникам в мире, и чего ожидать. Очень сложно сейчас ожидать даже от экспертов каких-то оценок, потому что никто не знает дальше, что предложит администрация Джо Байдена своим другим союзникам в мире. И мы видели о том, что как она уступила в вопросах и строительства Северного потока, отказавшись от дополнительных санкций против этого проекта.